Здравствуйте, дорогие наши слушатели, здравствуйте, дорогие наши телезрители. Продолжаем наши уроки истории. На прошлой неделе мы с вами говорили об очень непростом периоде XVIII века, порой и драматичном периоде. Сегодня поговорим о новой эпохе, XIX век. Тема нашей сегодняшней лекции – татарское просветительство. Итак, наступил XIX век. В истории татарского народа начинается новая эпоха. Уходит в прошлое политика насильственной христианизации, начинается эпоха модернизации. Россия постепенно вступает на путь политической, культурной и экономической модернизации. Во многом эти изменения мы связываем с личностью императора Александра I, который пришел к власти в 1801 году. Александр, вступив на престол, планировал проведение большого количества реформ. Поэтому мы говорим, что Александр I – это один из ярких представителей в истории российской государственности. Это очень крупный потенциальный реформатор. Вот, например, он благожелательно относился к идее конституционной формы правления. Более того, он подарил конституции Польши, Финляндии. Ну и, по всей видимости, он собирался учредить их постепенно и в России. При этом Александр I, убедившись в неконструктивности и бесполезности политики насильственной христианизации, постепенно отходит от этой политики. Хотя при этом я напомню, что в ходе мы предыдущей лекции выяснили, что легализация ислама и лояльное отношение к татарскому обществу мы наблюдаем еще с периода правления Екатерины II. Кроме того, новые геополитические интересы России в Туркестане и в продвижении вот этой геополитических интересов в Туркестане татарам отводилась особая роль и заставили Александра I смягчить политику по отношению к татарскому обществу, выстроить новую модель взаимоотношений с татарским обществом. И это способствовало тому, что с самого начала XIX века бурно начинает развиваться татарская, вначале торговая, а затем и промышленной буржуазии. Мы об этом более подробно с вами говорили на прошлой лекции. Сегодня же лишь я подчеркну, что такая политика в конце XIX – начале XX века и позволила татарскому обществу создать новые возможности для экономического и общественного оживления. Лояльному отношению властей к татарскому обществу способствовали и события 1812 года. Как известно, татарские воинские формирования принимали самое активное участие в борьбе с Наполеоном и самое активное участие в зарубежных, заграничных, известных походах. Все это вместе взятое в совокупности и привело к тому, что отношение властей к татарскому обществу стало более лояльным и более конструктивным. И под непосредственным влиянием таких позитивных изменений и происходят важные изменения, конечно же, и в самом татарском обществе. Вот к этому времени все отчетливо начинает проявляться стремление татар к оживлению своей общественной жизни, к оживлению религиозной жизни. Причем вот это стремление, оно постепенно и трансформируется в крупное общественное движение, которое в историю вошло под названием просветительство, а именно татарское просветительство. Просветительство протекало по двум основным направлениям. Это, во-первых, общественное возрождение по всем его направлениям и религиозное реформаторство. Вот на эти тенденции в татарском обществе в свое время обратили ведущие ученые Казанского университета. В частности, профессор Казанского университета Карл Фукс, когда говорил о традициях высокого престижа образования у татар,
Не только по Волжью, Приуралье, а в целом в татарском социуме. Я имею в виду и нижегородских татар, касимовских татар, астраханских татар, но прежде всего, конечно же, казанских татар. Он оставил очень любопытное сообщение в своей известной книге «Казанские татары в статистическом и этнографическом отношениях». Вот послушайте. Казанские татары гордятся своим происхождением, своими моральными качествами, своей религией, своим домашним бытом, что все составляет их отличительный характер. Татары – народ более образованный, нежели некоторые, даже европейские. Татарин, не умеющий читать и писать, презирается своими земляками и, как гражданин, не пользуется уважением других. А немаловажное значение сыграло открытие в Казани крупного научного и образовательного центра России – это Казанского университета. Казанский университет оказал самое благотворное влияние на развитие татарской просветительской мысли. Мы, например, знаем, что известные татарские просветители, такие как Шигабуддин Марджани, Хусаин Фаисханов, Каюм Насари, сотрудничали с профессорами Казанского университета. Более того, Шигабуддин Марджани и Каюм Насари принимали участие в тех научных дискуссиях, которые проходили в стенах Казанского университета. Эти ученые, эти просветители привлекались к деятельности восточного отделения Казанского университета. И в частности, например, Марджани и Каюм Насари даже были введены, избраны в Общество археологии, истории и этнографии при Казанском университете. Вообще, впервые научное сообщество, и прежде всего научное сообщество Казанского университета, публично стало оценивать деятелей татарского просветительского сообщества. Появляются многочисленные статьи о Шигабуддине Марджани, появляются статьи о Каюме Насари, появляются статьи о Фаисханове. Более того, постепенно складываются очень дружеские отношения, например, с академиком Радловым, известным историком Вильямином Зерновым, с профессором Готвальдом. И именно вот этот цвет Казанской школы востоковедения приглашали татарских просветителей на заседания обществ, на научные конференции, иногда приглашали и на чтение лекций для студентов Императорского Казанского университета. Конечно же, вот такие изменения очень благотворно, дорогие слушатели, отражались на татарском обществе. Они обогащали татарское общество. Татарские просветители приобщались к лучшим школам, научным школам России. И в данном случае в школе востоковедения. Благодаря деятельности ранних татарских просветителей, их содружеству с учеными Казанского университета, они впоследствии и подготовили почву для возрождения татарской культуры, для возрождения просветительской мысли и в целом татарского ренессанса в конце XIX и в начале XX века. Вот оценивая деятельность татарских просветителей, а ранних татарских просветителей мы называем просветителями первой волны, мы четко выделяем несколько составляющих в их просветительской деятельности, религиозной деятельности. И я бы среди них выделил следующее. Это религиозное реформаторство и, собственно, общественно-политическая деятельность, научная деятельность. При этом важно знать и другое, что татарское просветительство, оно формировалось под влиянием трех очень важных факторов. Если татарское религиозное реформаторство в основном формировалось под влиянием восточной философии и восточных традиций в рамках исламской теологии, то просветительство формировалось под влиянием западноевропейской и русской просветительской мысли. Вот современный крупный исследователь татарского просветительства Юзеев считает, что татарское просветительство в целом имело черты сходные и с русским, и западноевропейским просвещением. С другой стороны, поиски татарских просветителей отражали, на мой взгляд,
следующую двойственность общественного сознания татарского общества. Во-первых, это необходимость модернизации общества в условиях нового времени, в условиях модернизации России. А с другой стороны, это сохранение базовых ценностей ислама и базовых ценностей исламской культуры. Вот такие две особенности, они как раз и являлись основными в творческой, общественной деятельности татарских просветителей. Первыми представителями татарского религиозного реформаторства на рубеже XVIII-XIX веков были два крупных интеллектуала, это Утыз-Имяни и Курсави. Итак, Утыз-Имяни, Абдарахим, это выдающийся татарский мыслитель, поэт, один из первых татарских религиозных реформаторов. Написал потрясающее количество произведений, около 100. Должен сказать при этом, что большинство его исследований, большинство его рукописей до сих пор не опубликовано. Эти рукописи ждут своих исследователей. Оставил он глубокий след и в татарской литературе, как известный татарский поэт. В целом Утыз-Имяни был идеологом, я бы сказал, возрожденческих традиций в обществе, суть которых сводилась к следующему, что татары должны вернуться к ранней форме ислама. По его мнению, начиная с XII-XIII веков, многие мусульманские мыслители несколько исказили суть исламской религии. В связи с этим он одним из первых не только среди татар, а в целом в восточной философии резко выступал против догматизма. И поэтому мы говорим, что в его учениях очень сильно было рационализаторское начало. По его мнению, ислам должен был освободиться и должен освободиться от позднейших наслоений, начиная с эпохи Средневековья. И те догматы, которые прочно утвердились в исламе, он подвергал очень серьезной критике. В его деятельности, таким образом, я на это обращаю ваше особое внимание, лежало очень сильное реформаторское начало. По этой же причине мы его и считаем одним из первых татарских религиозных реформаторов. Другой представитель Курсави, Абу Наср, известный ученый, теолог, я бы сказал, философ, один из первых религиозных реформаторов наравне с Утыз-Имяни. Курсави родился в Заказани, получил там же начальное образование, и затем, как и большинство молодых людей, которые посвящали себя религиозной деятельности, выехал в Бухару получать религиозное образование. В Бухаре он был поражен, насколько в медресе, то есть в высших конфессиональных учебных заведениях, в Бухаре было засилие схоластики и догматизма. Он тут же пишет свой первый трактат о необходимости реформирования системы высшего образования на примере бухарских медресе, что вызвало, надо сказать, очень серьезное и сильное недовольство со стороны ортодоксальной части бухарской религиозной элиты. Более того, он был на приеме у эмира Бухары и под угрозой смертной казни был вынужден отказаться от своего учения. По этой причине он выезжает к себе на родину, в Заказание, в деревню Корса, современный Арский район Республики Татарстан, и становится имамом в мечети этой деревни. В 1812 году он совершает хадж, но в предместьях Стамбула заболевает чумой и, к сожалению, умирает. Курсави наряду с Утыз-Имяни является основоположником татарского религиозного реформаторства. Во-первых, он резко критиковал калам. Калам – это одно из направлений в мусульманской философии, которое к этому времени в мусульманских странах превратилось в схоластическую науку. Дискуссии о религии и, по мнению Курсави, занимал
неоправданно большое место в мусульманских учебных заведениях. По его мнению, времена очень сильно изменились. Наступила новая эпоха, наступает новое время, время буржуазных отношений. И по его же мнению, засилие схоластики и догматизма в высших конфессиональных учебных заведениях является не прогрессом, а тормозом общественного развития мусульманских народов России. Являясь крупным и авторитетным мусульманским философом своего времени, он был, кроме того, сторонником толкования Корана на татарском языке, что в то время считалось неприемлемым. И ортодоксальная часть мусульманского духовенства относилась к этому крайне негативно. Шигабуддин Марджани – выдающийся татарский религиозный деятель, философ, ученый, историк, востоковед. Родился также в Заказане, в семье известного мудариса, то есть это был потомственный мулла. Я вот при этом хочу вам сказать, что муллы в татарском обществе после событий 1552 года, они занимали особое положение. Служилые татары, как класс у татар к началу XIX века уже не существовал. То есть мурзы, которые долгое время были вроде бы приравнены в правах к русскому дворянству, однако в период XVIII века потеряли свои права. И в татарском обществе к XIX веку, к концу XVIII века дворянства как класса не существовало, как, например, в русском обществе. И вот эту роль выполняли муллы, которые проживали в отдаленных населенных пунктах, в Казани. Как правило, мулла передавал одному из своих сыновей вот тот багаж знаний, ту богатую литературу, которая у него собиралась дома. И таким образом муллы в очень сложный период, с середины XVI века и вплоть до XIX, второй половины XVIII века, играли роль не только священнослужителей, сохранили самосознание, культуру народа и из поколения в поколение передавали тот багаж, который они накапливали. Вот как раз Шигабуддин Марджани был из семьи потомственных мулл, получил блестящее образование и так же, как и большинство молодых людей, которые посвящали свою жизнь богослужению, также, по примеру своих предшественников, выехал в Бухару. В Бухаре он был поражен засилием в местных медресе, бездумного заучивания текстов Корана, отсутствием в программах бухарских медресе светских предметов. Марджани долгое время в Бухаре проводил в библиотеках медресе, в которых за многие столетия накопился такой багаж знаний, такое количество рукописей, которые по разным причинам практически не изучались. В Казань он приезжает большим количеством таких рукописей и усиленно начинает их изучать. Постепенно изучение этих рукописей приводит к тому, что он становится одним из самых ведущих религиозных деятелей не только Среднего Поволжья и Приуралья, но и всего мусульманского мира, Восточной Европы, Западной Азии, а впоследствии и всего мусульманского мира. Он становится имамом первой Казанской мечети. Сегодня эта мечеть носит его имя, известна нам как мечеть Марджани. Потом он становится и получает должность ахуна города Казани. Со временем, еще раз повторюсь, личность Марджани становится одной из самых популярных не только в татарском обществе, она становится одной из самых популярных в целом в мусульманском мире. При этом возникает вопрос, в чем отличие религиозного реформаторства Марджани от более ранних предшественников? Отличие заключается в следующем. Марджани испытал очень сильное влияние эпохи нового времени. И поэтому был горячим сторонником полной модернизации высшего конфессионального образования,
модернизации программ медресе. Он был горячим сторонником внедрения мусульманское образование, достижения науки, философии уже нового времени. Был активным сторонником использования иностранных языков, изучения иностранных языков, изучения русского языка. И вообще творчество Марджани отразило синтез восточной философии, восточного мировоззрения, а также европейской и русской системы знаний, которые получали распространение в России именно в период XIX века. Нам он известен как выдающийся историк. Он изучал исторические труды, переработал те рукописи, которые он привез из Бухары, а среди этих рукописей были не только теологические произведения, там было большое количество произведений представителей средневековой арабо-персидской, исторической, географической литературы, и разработал свою модель развития татарского общества, его культуры, и стремился показать роль и место татарской нации среди цивилизованных народов мира. К этому он, собственно, и призывал. Обосновывая историческую преемственность тюрко-татарских государств эпохи Средневековья, он разработал собственную модель конструкции татарской нации. До Марджани вопрос об идентичности татары практически не поднимали. Как правило, идентичность была мусульманская, называли себя просто мусульманами, так же, как аналог в русском обществе долгое время, вплоть до конца XVIII века, больше называли себя христианами, тоже по конфессиональному признаку. Вот Марджани вслед за европейскими мыслителями, а в Европе формирование наций началось раньше, еще в XVIII веке. В России началось в конце XVIII, в начале XIX века. И вот в середине XIX века Марджани вслед за ними поднял вопрос об идентичности татар. Именно ему принадлежит знаменитая фраза «Кто ты, если не татарин?». И в этом отношении мы его считаем отцом татарской нации. Причем его модель формирования татарской нации, она продолжает действовать и сегодня. То есть он изучал тюрко-татарские государства, их культуру, и пришел к выводу, что татары формировались в рамках государственных образований эпохи раннего Средневековья, эпохи развитого Средневековья. Среди этих государств он называл Хазарский каганат, Волжская Болгария, Золотая Орда, Казанское ханство. Именно формирование татарской нации в рамках государственных образований, по мнению Шигабуддина Марджани, и явилось основой формирования нации уже в XIX веке. Кроме того, наиболее ярко я бы еще отметил его педагогическую деятельность. Вот когда он побывал в Бухаре и понял, что высшее религиозное образование такого уровня является тормозом развития мусульманских народов России, он принялся активно разрабатывать собственную программу, которую насытил, во-первых, светскими предметами в очень большом объеме и, конечно, вот теми достижениями более ранних татарских реформаторов, о которых мы с вами сегодня уже сказали. Более того, его часто приглашали в Казанский университет, он выступал там с лекциями, был в очень дружеских отношениях с Вильяминовым Зерновым, с Готвальдом. Был приглашен он в Казанский татарскую учительскую школу и даже входил в ее педагогический совет. Вот параллельно начал руководить медресе, в котором сам же и преподавал. Программа этого медресе была составлена им лично самим, и очень долгое время программа медресе, разработанная Шигабуддином Марджани, являлась и считалась самой передовой среди всех мусульманских регионов Российской империи.
Вот не случайно, когда в конце XIX века, в начале XX века Казань становится центром просветительства всех мусульманских народов России. В Казани находились крупнейшие центры высшего образования религиозного. Модель развития этих медресе, содержание учебных планов, они были в свое время разработаны Шигабуддином Марджани. Хусаин Фаизханов – еще одна ярчайшая звезда в плеяде наших татарских просветителей XIX века. Известный татарский ученый, общественный деятель, ученик и близкий друг Шигабуддина Марджани. Вот если предыдущие просветители в основном родились в Заказанье, то Хусаин Фаизханов – это сын Нижегородской земли. Родился он на территории Нижегородской губернии. Приезжает в Казань, знакомится с Шигабуддином Марджани, и на долгие годы их связывает и личная дружба, и, конечно же, творческое сотрудничество. До 50-х годов в Казанском университете находилось восточное отделение, восточный разряд. Но в середине XIX века восточный разряд переезжает в Санкт-Петербург, на территорию Санкт-Петербургского университета. И Хусаин Фаизханов выезжает уже работать в Санкт-Петербургский университет, где он делает себе блестящую карьеру. Он пользовался огромным авторитетом среди российских востоковедов по той простой причине, что блестяще владел фарси, блестяще владел арабским языком, и к нему часто обращались за консультациями по тем или иным средневековым рукописям арабо-персидской исторической литературы. Кроме того, до Хусаина Фаизханова многие исследователи, востоковеды, историки знали о существовании булгарских эпиграфических памятников эпохи Золотой Орды. Но, к сожалению, ключа к переводу подобрать не могли. Так вот, Фаизханов – это был человек, который нашел ключ к переводу этих эпиграфических памятников. И тот ключ, который он использовал при чтении этих письменных памятников, он до сих пор и является основным при изучении эпиграфики эпохи Золотой Орды. Активно он занимался тюркской историей. То есть мы не можем назвать его религиозным реформатором, да? Как, например, мы называем Курсави, Марджани. Фаизханов – это в чистом виде татарский просветитель. Он занимался много тюркской историей, написал большое количество трудов, и он подготовил уникальную программу реформирования татаро-мусульманских медресе в соответствии с требованиями нового времени. Вот в основе, в модели вот этой программы нового реформированного медресе лежала идея европейской системы знаний, европейской системы образования при сохранении базовых исламских ценностей. И по мнению Фаизханова, вот такая реформированная новая программа медресе должна была обеспечить возникновение в татарском обществе, по сути, светского образования. В чем тут дело? Дело в том, что, как мы знаем, в России еще не было всеобщего светского образования, ни начального, ни среднего. Оно возникает гораздо позже. Российская система образования светская была представлена гимназиями, конечно, университетами, но возможность получать образование в них имели, конечно, далеко не все. А мусульманские учебные заведения вообще не находились в ведении соответствующих министерств. Поэтому мусульманские учебные заведения, начальные мектебы и высшие медресе, они открывались по частной инициативе. И, как правило, они финансировались татарскими же меценатами, о которых мы с вами говорили на прошлой лекции, на прошлой неделе. К сожалению, Фаизханов не смог претворить в жизнь свою программу, однако я должен вам сказать,
что программа, разработанная Фаизхановым, в дальнейшем легла в основу знаменитых джадидских школ и джадидских мадресе, которые и обеспечили расцвет татарского просветительства уже в конце XIX века. Ну и говоря о татарских просветителях, нельзя не сказать о Каюме Насыри. Это один из виднейших представителей татарского просветительства, известнейший ученый-энциклопедист, носитель уникальных энциклопедических знаний, писатель и крупный, и очень узнаваемый в то время общественный деятель. Родился он в Свияжском уезде, это современный Зеленодольский район Республики Татарстан. В течение 15 лет учился в Казани в одном из мадресе. Долгое время преподавал татарский язык в Казанское духовное училище, а затем и в духовной семинарии. Но вот в 1871 году, будучи признанным педагогом уже при жизни, он открывает собственную начальную татарскую школу для татарских детей. Здесь он использовал вот те наработки, которые были сделаны его предшественниками. Это программа Фаизханова, его собственная программа. По сути, вот эта начальная школа Каюма Насыри, это был некий симбиоз и светского образования, и религиозного образования. Причем приоритет он отдавал светскому образованию и светским предметам. Фаизханов в татарском просветительстве известен еще и тем, что он первым приступил к разработке татарского литературного языка. Вот если мы читаем произведения Курсави и Марджани, там большое количество арабизмов и фарсизмов. То есть человек, который не был знаком с фарси, с арабским языком, читать произведения этих просветителей достаточно тяжело. Значение Каюма Насыри заключается в том, что он достояние татарских просветителей хотел довести до простого народа посредством именно татарского языка. И он всегда призывал татар стараться использовать чистый татарский язык и пытался освобождать его от фарсизмов и арабизмов. Вот тот литературный современный татарский язык, которым мы сегодня пользуемся, его как раз и начал разрабатывать и претворять именно Каюм Насыри. Я уже вам сегодня говорил, что он был достаточно узнаваем в русском научном сообществе. Он, например, в 1855 году был избран действительным членом Общества археологии, истории, этнографии при Казанском университете. В записках этого общества достаточно много публикаций, как Марджани, так и Каюма Насыри. И Каюм Насыри также очень дружил с ведущими профессорами Казанского университета, например, с Готвальдом, известный профессор, востоковед. Зарождение татарского просветительства мы связываем хронологически с концом XVIII и первой половиной XIX века. Постепенно, благодаря татарским просветителям, татарское общество, татарская общественная мысль, как раз которая и возникает в этот период, охватывает целый комплекс, целую палитру различных сторон татарской жизни. Это религиозная жизнь, теология, это проблемы образования, это общественная мысль в целом. И я хочу сказать, что благодаря татарским просветителям XIX века была подготовлена почва, дорогие слушатели, для ренессанса татарской нации в конце XIX, в начале XX века. И в этом и заключается неприходящее значение и величие татарских просветителей этого периода. Новый виток модернизации мы наблюдаем в последней четверти XIX века, которая проявилась в новых прогрессивных преобразованиях, в новом этапе татарского просветительства. Появляется новая блестящая плеяда религиозных реформаторов. И этот период в истории не только татарского общества, а в целом российской истории, тюрко-мусульманского мира Российской империи, вошел под названием эпохой джадидизма, когда благодаря этому просветительскому движению, общественно-политическому движению татарское общество переживает эпоху бурного своего развития и расцвета. Время лекции
подошло к концу. И я, как обычно, традиционно постараюсь с большим удовольствием ответить на ваши вопросы. Раиль Равильевич, вот вы говорили, что в начале XIX века татары играли особую роль в продвижении там, геополитических идей России в Туркестане. Что это были за идеи? Да, вопрос, хороший вопрос. Я постараюсь на него коротко ответить. В самом деле, вот на прошлой неделе мы с вами выяснили, что конец XVIII века, первая половина XIX века возникает мощная прослойка торговой буржуазии у татар. И эта торговая буржуазия прочно также держала в своих руках мелкооптовую и розничную торговлю в Средней Азии, в целом с Туркестаном. И правительство прекрасно понимало, что освоение Туркестана не только экономической, но и геополитической без татар невозможно. Это прослеживалось в экономической области торговли, где ведущую роль играли татары. Это толмачи из татар. Это учителя муллы из татар, которые на территории Казахстана и продвигали вот эту российскую имперскую идеологию, и осваивали Казахстан. Это просветители. И правительство прекрасно понимало, что татарский социум, прежде всего его торговая часть, интеллигенция, религиозные деятели, они являются в том числе продвижением геополитических интересов России на территории Туркестана. По этой причине отношение к татарам очень сильно стало меняться. Оно стало очень лояльным. Более того, всеми средствами пытались татар привлекать к продвижению геополитических интересов в России. Вот мы, забегая вперед, скажу, что мы на будущих лекциях будем говорить о системе Ильминского, а Ильминский – это миссионер, который активно работал на территории Среднего Поволжья в конце XIX века. И даже здесь татары смогли извлечь для себя пользу. То есть он проводил христианизацию посредством родного языка. Так вот, татарские религиозные деятели, которые оказывались на территории Казахстана, они использовали систему Ильминского для распространения там ислама. И правительство этому не препятствовало, потому что оно прекрасно понимало, что это один из элементов продвижения геополитических интересов на территории Туркестана. Спасибо. Угу. Вы говорили то, что было множество просветителей в данное время, но насколько их идеи были широко распространены в народе? Как вообще народ относился к такому реформированию в среде обучения? Вот вообще молодец, очень хороший вопрос. Вот всегда с чего-то надо начинать, правильно? Я сегодня не зря оговорился, что работой татарских религиозных реформаторов язык рукописи, он непростой. Там много арабизмов, персизмов. Но при этом я и сказал о том, что среди татар был очень высок престиж знаний. Вот слова Карла Фукса я приводил, что татарин, не умеющий читать и писать, презирался своими соотечественниками. Это правда. И поэтому татары по мере возможности знакомились. Если ранний период, да, произведения Утазымени, произведения Курсави были уделом татарской интеллектуальной элиты. Ведь величие Марджани и величие Фаизхановой заключается в том, и Каюма Насыри, что они стали сделали достояние религиозных реформаторов, идей просвещения нации, европеизации нации при сохранении базовых ценностей ислама. Они сделали достоянием всего татарского общества. Поэтому не случайно Марджани был, наверное, это был просто человек-легенда при жизни. Его произведения все зачитывались. Не только религиозная элита, не только представители медресе, не только мударисы медресе. Ими зачитывались шакирды, ими зачитывались ученицы в тех медресе, которые были организованы для девочек. И в целом Марджани являлся очень крупным авторитетом еще при жизни. Что касается именно реформирования в среде религиозной, то есть они же продвигали уже более светское образование. Допустим, Каюм Насыри вообще в своей школе преподавал на русском языке.
Он обучал русскому языку татарских детей, и это не очень было хорошо воспринято в народе. И вообще изменения светские. Я тут немножко так бы категорично не говорил. Авторитет Каюма Насыри тоже был очень высок, но по другой причине. Он всегда был сторонником широкого использования именно татарского языка. И не случайно я сказал, что именно Каюм Насыри приступил к формированию литературного татарского языка и призывал освобождаться от фарсизмов и персизмов. Вот именно его вот эта трактовка, она иногда вызывала недовольство некоторой определенной части религиозных деятелей. А народ к нему относился с очень большим пониманием. Использование ведь русского языка к этому призывал и Марджани. Марджани четко говорил: сейчас совершенно другие времена. Нам нужны знания. Сейчас новая эпоха. Поэтому без русского языка, без иностранных языков мы просто можем остаться в стороне истории. Мы, как передовая нация, мы обязаны все впитывать. Мы сохраняем ислам, развиваем ислам, но при этом мы впитывать в себя должны европейскую культуру, русскую культуру. Мы должны знать татарский язык, русский язык, хорошо еще иностранные языки. Все это актуально и сегодня. Конечно, не все общество это воспринимало. Конечно, были традиционалисты. Вот мы на следующей неделе будем говорить о джадидах. Джадиды – это последователи Марджани, это последователи Каюма Насыри, это новая волна татарских просветителей. Однако они встретили сопротивление со стороны определенной части традиционалистов, которые считали, что это предательство по отношению к исламу, что это не суть исламской культуры. Однако уже в начале 20 века вот эти джадидские школы, они стали на территории Поволжья и Приуралья, стали джадидскими. Ну, об этом мы сегодня поговорим. Да, все так просто не распространялось. Не надо представлять, что вот Марджани написал книгу, и все сразу его стали последователями. Вспомните Галиаскара Камала, классика татарской литературы, «Бринчи театр». Читали? Это как раз показывает, да, вот более молодое поколение, которое стремится к просвещению, и более старшее поколение, традиционалисты, которые ничего нового воспринимать не хотят. А ведь Галиаскар Камал как раз эту эпоху и отразил, по большому счету. Каюм Насыри говорил, прежде чем начать изучать иностранный язык, человек должен знать свой родной язык. И возникает такой вопрос, по каким причинам многие писатели, многие известные татарские личности использовали арабизмы и фарсизмы в своих произведениях? До Каюма Насыри арабизмы и фарсизмы были популярны по двум причинам. Первая причина. Основные религиозные трактаты писались именно на арабском или персидском языке. И татарские религиозные реформаторы, они эти произведения трактовали, переводили, использовали. Ну и как в русском обществе, вот вспомните, 19 век, среди русской аристократии, они ведь на русском языке мало говорили. Какой модный язык был? Французский, совершенно верно. Вот среди татарской элиты тоже была мода на фарси, на арабский. И вот величие как раз Каюма Насыри и заключается в том, что народ-то говорит на татарском, надо писать на татарском и литературу, и религиозные трактаты. Хотя первым о том, что трактовать Коран надо на татарском языке, говорил Курсави. Его за это, между прочим, в Средней Азии к смерти и приговорили, что текст Корана, он священный, его вообще нельзя переводить. А Курсави говорил, нет, это священное писание, и человек должен знать на родном языке, о чем это священное писание. И он всегда призывал к тому, чтобы Коран трактовали, переводили на татарский язык. Конечно, не все сразу воспринимали. Я лукавить не буду. И в Казани было много противников. Но это постепенно шел процесс. И вот как раз Каюм Насыри, отвечая на ваш вопрос, это был человек, который одним из первых сказал: вот наша нация, раз мы нация, у нас должен быть единый литературный язык. И он должен быть татарским. Ну что, дорогие слушатели, если вопросов больше нет, то мы с вами прощаемся до следующей недели. До свидания.